Чего только нету в чае. И палки, иголки от елки. Все есть. Сам чай. Отдыхать надо нормально. Силы потратили. Немало километров прошли, в принципе. Больше 10. С непривычки даже немножко подустал, если честно. С дымком, с мусором. Чай получился с дымком. Очень вкусно, такой вот привкус угля. Ну, залетают в банку там угли. Во. Во. Вот так и отдыхаем, ребят. Кто знает и понимает тему охота, он должен понять меня. Не каждый выход в тайгу получается результативным, тем более, когда дичи нету. Если есть птица, стреляешь, помахиваешься, ну, можно ругать любого. А когда ты в поиске и нечего добывать, это, конечно же, не надо писать, что вот такой охотник ничего не добывает, что очень любят, много раз пишут. Спрашивали в комментариях, сколько стоит хлеб в магазине у нас. Буханка стоит 46 рублей, 47 рублей. Белый, черный там. Одним словом, я, ребят,
вкратце поснимал, как я отдыхаю. Сейчас я буду допивать чай. Ну, чтобы не надоедать вам с чаепитием. Я больше снимать не буду. Как все закончу, свой отдых, соберемся и сходим еще обратно к речке схожу. Попробую. У меня опарыш есть, удочки есть. Попробуем, может, какая рыба есть в этой речке. Порыбачим. А сейчас я буду допивать этот чай. Ну, еще 2 кружки таких выпью, и все будет окей. Я на льду. Тут у меня 3-я лунка. В 2 лунках попробовал. 0. Даже ни одной поклевки. Глубина где-то 1,5-2 метра. Яма тут мощная. Не знаю, что-то не хочет. Не хочет. Сейчас на 3-м месте еще попробую. Даже больше 2 метров. Где-то 2,5, наверное, глубина. Так. А тут уже мелко. Яма здесь заканчивается. Пробовал там, здесь. И вот 3-я лунка уже. 2-е место поменял. Тут видно, как рыбачили, пробовали. Но явно тут долго не задерживались, потому что 2-3 лунки пробурили, пробовали и ушли. Наша лыжня, по которой сегодня я ходил туда. Короче, 0 эмоций тут. До следующей ямы 600 метров. 600 метров туда, 600 метров сюда, 200 километров получается. Я скажу, не так и близко. Если знать, что там что-нибудь поймаем, можно, в принципе, попробовать сходить. Пока еще время есть. Но тут явно не хочет клевать. 2-я рыбалка у меня зимняя тут на этой реке. И снова бесклевье. Прошлый раз, когда я рыбачил, тоже тут провал. Здесь, я не знаю, вот такую рыбу под каменник или что там называется, вот такой длины попалась. И еще хариус не попадал. Ребят, это надо зафиксировать. Смотрите. Подожди. Вот он, трофейчик. Это хариус с таежной речки. Крупный, она все выдра съела, а вот этот остался. Вот такие делишки. 2 раза клев. Осторожно сниму. Отпускаем. Короче, 2 раза клеванул так. Хотел новую лунку пробурить и смотрю поклевки. Он застрял. Он там застрял. Первый хариус, ребят. Не такой крупный, но рыба. Тут крупного хариуса, видно, нету. На игру взял. Ну, просто вот так. Играл. И поклевка. Смотрим, может кто-то еще клюнет. Я пока на том же старом месте, где лыжня у нас. Когда снимаешь, конечно, никто не будет брать, но ждем-с. Ветер успокаивается, стихает потихоньку, тишина становится в лесу. Я решил, не поленюсь, дай, думаю, схожу.
самое уловистое место, что я знаю в этой реке. Каждый раз там осенью мне это место несколько штук хариуса дает. Не знаю, как сейчас. Может, рыбачили там. Или выдра, может быть, тоже гоняет рыбу. Рыба прячется. Фу, блин. Изжога началась от этой каши. Фу. Прям, блин, неприятно. Тяжело. Ну, пока побродим, наверное, стемнеет сегодня. Ладно, успеем. Так. Река зигзагами идет. А я вот по навигатору. Ну, у меня все точки. Где вот какая яма. Все у меня в навигаторе. Чтобы напрямик уже не искать. Идем. Так. Если в любой реке, где вы находитесь, рыбачите и видите следы выдры, то значит там рыба есть. А вот тут, ну, проходной один прошел, вот видел след. А когда ты видишь много следов, выдра выходит на лед, ест рыбу, ну, это понятно, что там рыба водится. И о, блядь, я провалился. Короче, лыжи ушли у меня. Опа, впереди. Че он куда спешит? Не понял. Задник не надел. Просто вот тупо иду без задника. Ну, здесь оттаяло вот так. Снег. Вода вышла на лед. Опасно все равно, туда лучше не лезть. Потому что в этом году лед местами вообще тонкий. Так. Все держит тебя. Все держит. Еще бушлат наел, блин. Фух. Идти жарко, а вот сядешь и комфортно чувствуешь себя. Тепло. Я имею в виду в бушлате. Никто тут не рыбачил. Там уже течение идет. Сверлю 3 удочки поставил. Ну, минут 10, наверное, вот сижу так. Пока тишина. Там тоже верховье, но можно лункой 4-5 еще просверлить там. Не знаю, почему тут не клюет. Хотя тут ямы хорошие. Очень даже. Но от рыба почему-то не берет. Тут блесна у меня стоит. Блесна зимняя, а там мормышки. Ну да, где-то 2 метра глубина. Хорошая глубина. Если тут рыбы нету, тут больше делать нечего. Я имею в виду в этой яме, что куда мы пришли сейчас. Здесь тоже вот глубоко. Ну да, равномерная глубина, одинаковая. Ладно, пробуем сейчас. Еще посижу
И может чуть выше пойду просверлю там. Должна же быть где-то рыба, не может быть, что их тут вообще нету. Подозрительно как-то, для меня это подозрительно. Оп, еле. Даже не чувствуется от. Интересно, кто там? Опять подошел. Может и не Хариус это. Выше уже не поднимусь. Будем закругляться. Еще дополнительно 2 лунки просверлил. Здесь ничего, ни одной поклевки. Там я одну мормышку порвал. Видно, там береза под водой. Потому что как будто ветка поднялась. И порвал мормышку одну. Здесь еще поклевки были. Не-то рыба, не-то еще какой-то зверь неземной. Короче, даже немножко я зацепил его, но никакого усилия я не чувствовал. Ну, наверное, вот такая малюсенькая рыбина там есть еще. Давно хотел я сюда приехать. Давно хотел попробовать здесь порыбачить. Но уже попробовал. Я убедился, что не клюет. Может, вечер из-за этого не клюет. Может, рыбы нету. Может, еще какие-то, как сказать, причины, чтобы не клевала рыба. Давление не такое или... Может, ушла рыба отсюда. Потому что следы выдры нету. Там ниже, на несколько километров ниже, там такие же вот места есть. Может, там рыба сидит. А я не заядлый рыбак. Я вот приехал, попробовал. Не попалось. Я дальше искать не буду. В принципе, мне этой рыбалки хватило. Вот так. Ладно, вечереет. Надо собраться и идти к Бурану, развернуться и домой. На этом будем поход скоро закрывать. В принципе, все успели. Поохотились, порыбачили. Кто бы что ни говорил, но все это было. И охота, и рыбалка, и поход. Мы не в заповеднике, чтобы крупные рыбы там таскать ведрами. Показываю то, что ловится, как клюет. Десяток лунок, наверное, я просверлил тут. Ну, если что, встретимся на этой реке уже осенью. Здесь я чай пил, здесь я уток стрелял, в уток. Там одного добыл, потом одного в лед стрелял. Осенний поход тут у меня был. Каждый год я сюда прихожу. Но дорога убитая, сейчас может и не будет осенних походов сюда. А пешком далеко. Без ночевки туда и обратно, ну никак не успеть. Чтобы прийти и рыбачить, нет, это далеко. 10 метров осталось до Бурана. Наконец-то мы дошли. Сейчас поедем домой.
Целый день бродили. Целый день. Фу. Тут у меня сладкий чай. И еще конфеты. Шоколад. Короче, не знаю, что-то видно, не видно. Но слушать вы должны меня. Никак с освещением не могу разобраться, куда бы поставить, чтобы меня видели. Одним словом, пью чай. Сейчас уже развернусь и, в нескольких местах, может, остановлюсь, чтобы двигатель там подостыл. Все равно погода, она нулевая. Снег не липнет на лыжи, но чувствуется, что такой сыроватый снег. Для похода самое то, в принципе. Лыжи катит, если с камусом, вообще идеально. Но у меня, это считай без камуса, там полоска только. И то нормально, не липнет ничего. Если +1, уже +2, все, считай, пиши пропала. Жалко, конечно, что рыба не клюет. Хотелось поймать на камеру что-нибудь, показать. Но, к сожалению, ничего не удалось. Ни одного патрона сегодня не выстрелил. Я, считай, уже всю зиму стараюсь рябчиков не стрелять. Осенний рябчик, он вкусный, а вот зимой уже, к весне уже все, я 100% уже, считай, январь, февраль, не трогаю рябчиков. Хотя сегодня их видел, но летящих, сидящих так и не удалось заснять. Весной я категорически, конечно, тоже против, чтобы на рябчиков охоту не открывали, что. И что еще? Зверей нету, ни волчьих следов. Спрашивали, волка есть, нету ни волчьих следов, ни лосиных следов. Медведи спят еще, а олени тут не обитают. Здесь никогда их нету. В основном здесь лоси, но и то следов их не было в этом году. Здесь примерно, наверное, если взять отсюда, вот с этого места, где-то 50 километров от Чилы, может чуть-чуть ближе даже, вот ступени вот падают от ракет вот с Плесецка, которые отпускают. Много раз уже говорил, что ракеты над нами летают. Ну вот отсюда где-то вот, скажем, 30-40 километров. И уже там, если удастся, можно встретить эти ступени уже. А с Богородска мужики не раз их встречают. Но мне чуть-чуть это в стороне. И я ни разу не видел. Да и неохота, в принципе, видеть эти ступени радиационные, блин. Возле них там ягоды, говорит, всегда куча много. Потому что какое-то излучение дает. И может также влияет на все это, что вот нету ничего в лесу. Есть несколько рябчиков, штук 5 точно, вот за сегодняшний день, вот сколько я проехал и прошел, где-то 5 рябчиков есть. Так, 4 куропатки видел, 2 по пути, когда ехал, и 2 вот на одном болоте там взлетели. Первое болото, наверное, когда я переходил, там были их, они. И все, больше ничего. Заяц есть. Вот я квартал, считай, целый квартал обошел. Ну так. Сегодня ходил все время по просеке, потому что первоначально у меня были незнакомые места. Ну, я не ходил там.
Вот сегодня я ознакомился с этим местом, а уже возвращался, там уже я бродил. И, ну, все я рассказывал, где и как. Болото, где я ягоды собирал. Вот. Что еще? Очень надеялся, что в этом местности я поймаю рыбу. Очень давно уже хотел сюда приехать. Именно на рыбалку. Ну, я ждал как-то позднюю весну. Уже по насту, думаю, приеду сюда. Ну, вот сейчас я попробовал, ничего не поймал. Ну, одного, как его, некрупного хариуса. И больше я сюда по этому снегу уже не приеду. Если бы знал, что эта территория пустая, ничего нету, я бы, может, в другое место. Да и не думал, что здесь кто-то есть. А видите, приехали даже охотники здесь бродят. Но я не встречался, и следы их не видел, не вышел. Видимо, поднимались местные наши. Так, что еще? Все, наверное. Скоро уже охота закроется. Последние походы у меня с оружием. Дальше уже, если охота закроет, как не если, а как охота закроется, вы уже оружие в моих руках. Именно карабин точно не увидите. Ну, только гладкоствольно может быть. В марте, и если я буду ездить на вторую избу, это уже с гладкоствольным. Ну, ради безопасности, не раз уже это повторяюсь. Потому что всякое может быть. Осенью медведи легли голодные. Посмотрим, в общем, поживем, увидим, что будет. Загадывать не будем. Обычно я загадываю, потом все время не так получается, как хотелось бы. Тоже вот вопрос был, что самое интересное для меня, охота или рыбалка, если выбор будет, что я выберу. И однозначно я выберу охоту, потому что мне нравится вот просто бродить. Редко выхожу в лес сейчас, но все равно, вот если выйду, я лучше поброжу. Вот сегодня побродил, или осенью, в основном осенью люблю бродить. А рыбалка это второстепенно у меня. Я не гонюсь, вот, чтобы вот кто-то поймал ведро хариуса, надо бежать туда тоже порыбачить, там клюет, говорят. Нет, не хочу и не буду. Я не пойду туда, где рыбачат. Есть такие люди вот у нас в селе, и им только намекни, вот, что вот ты поймал вот несколько жарок там или пол ведра, смотришь, уже на твоем месте сидят, рыбачат. Вот такие люди. Но я им совсем другой. Пусть рыбачат, охотятся. Я свое рано или поздно поймаю. Ловил и буду ловить. А сейчас вот такой период, что рыба не клюет, и ну, дичи тоже нету. В этой стороне. Я не говорю, что нигде нету. Потому что есть в этом году. Если в сторону первой избы, и там с первой избы, ну, вот сегодня, где мы были, я уже возвращался, там от Чилы 4 километра. Я путаю здесь место. Северо, северо, северо-восток надо, наверное, было еще примерно 4 километра идти. Там тоже мощные болота, и там уже активно атакуют косачи. Наверное, основная стая там и есть. Вчера тоже дома, когда я думал, куда мне ехать, на вторую избу
Если на вторую избу, там одна ночевка только. Завтра еще у меня свободный день, а послезавтра я уже занят. И на одну ночь только как-то неохотно было туда подниматься. Потом хотел на первую избу, думаю, на первую избу поднимусь, там поброжу от первой избы. Вот о чем я говорю, где большой ток, там в той стороне думал. И третий вариант, вот по этой дороге подняться. Здесь уже думал, наверняка людей нету, и что-то боровая птица есть. И осенью я глухаря также видел, рябчиков много было. Думал, глухаря я встречу. И сегодня вот ходили в основном, где вот сосны, ходили где вот сосняк, но, к сожалению, ни одного взлета, ни одной лунки, ни одной... Ничего не было. Ну, сами видели, вкратце я показал, ребят. Вот такой поход получилось. Ну, дальше не знаю, что-то комментировать буду, не буду. А я поход заканчиваю. Я сейчас развернусь и поедем. А там посмотрим по пути еще. Одним словом, все. Шабаш на сегодня.